Да, это людей. Вот. налоги собираются в том числе и на вот эти вот стихийные бедствия. Горят леса, горят деревни, бывают эти наводнения, людям помогают. С чего помогают? С казны Российской Федерации. Мы платим налоги в казну российской. У нас сейчас беда. Почему нам не платят? Почему говорят, мы не можем, у вас товар был не застрахован, еще что-то, мы не можем вам помочь. Это же не 2, не 3, не 4 предпринимателя сгорели. Мы бы им помогли своими силами предпринимательскими. Сгорели 70, 65. Вчера считали, 65-70% предпринимателей сгорели полностью. Мы не вынесли, был выходной день, вовремя не оповестили, вовремя не вызвали пожарных. Все входы пожарные были сданы арендаторам. Почему не страховали имущество? Это то, я считаю, вот по страхованию имущества, это тоже минус именно вот собственника, инвестора. Он должен обязать предпринимателя страховать товар. Но так даже будут возмущения предпринимателей. Хоть какие возмущения. Вот сейчас у меня есть в торговом центре, который новый открывается, нас обязуют страховать товар. Это недорого, это 1500 или 2000. Это недорого, они обязуют страховать. Здесь то есть тоже... в месяц за весь объем товара? Я не берусь брать в месяц или за год, но вот я сумму помню, это недорого, это абсолютно, но они обязуют это делать. Это тоже минус этого собственников здания. Почему мы сейчас должны терпеть такой урон? Мало того, что мы морально какой ущерб потерпели, физически, тут уже о материальном.